Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В стране завершается год театра. Каким он был для артистов, для зрителей, о предстоящем наборе в Щукинский театральный институт мы будем говорить сегодня с народным артистом России Евгением Князевым. Он гость нашей студии. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здрасте. Ну, во-первых, добро пожаловать на якутскую землю. Впервые у нас? Нет. Были уже? Я уже бывал в Якутии, и поэтому я с удовольствием приехал в такие сложные погодные условия. Такой туман стоит над Якутском, что я даже не предполагал, что так может быть. Ну вот вам повезло, потому что второй день такие морозы стоят, и в полной мере ощутили прелесть. Во всяком нашей случае, зимы. в Москве таких морозов нету, и ты хотя бы в полной мере ощутишь зиму. Вы, давайте к театру, вы Да, выступали у нас вместе с коллегой, замечательной актрисой Людмилой Чурсиной, с единственным спектаклем «Супруги Каренины». Что для вас эта работа? Все-таки немножечко неоднозначная трактовка романа Великого Толстого, и нет ли опасений, что не все воспримут однозначно? Для кого этот спектакль? Для людей театр, он несет, кроме прочего, миссию воспитательную. Ну, если вот год театра, да, тогда сейчас мы вернемся к Анне Карениной. Я просто хотел бы сказать со своей точки зрения, что такое театр. Я не буду долго расплываться и убедительно доказывать так, и что это вот точно так, как я говорю, но говорю конкретные вещи. Мы выпускали спектакль «Царь Эдип» в Эпидавре, в Греции, на родине театра. Он был создан в V веке до нашей эры. И театры строились огромные такие амфитеатры. И тот театр, в котором нам довелось выступать, он был на 14 тысяч зрителей. Мы были удивлены, что он находится не в городе, а чуть ли не в горах, в 40 километрах от моря. А греки, они, как вы знаете, да, особенно в Древней Греции, передвигались по морю в основном. Как туда? Для чего 14 тысяч зрителей? Для чего такой амфитеатр? А ответ оказался, в общем-то, простой. Может быть, это исключительно наш ответ, как вы догадались, но Бог его знает. Такие амфитеатры строились рядом с дворцами бога Асклепия, бога медицины, где рядом были спортивные сооружения для того, чтобы врачевать тело, а театры строились для того, чтобы врачевать душу. Совершенно верно. И поэтому, если в самом высоком смысле этого слова, театр – это врачеватель души. Поэтому спектаклем «Супруги Каренины» мы пытаемся разобраться в некоторых историях, запутанных хитросплетениях Анны Карениной, этого замечательного романа Льва Николаевича Толстого. Эта инсценировка была сделана Розой Сиротой, одной из сподвижников Георгия Александровича Товстоногова. Она была сделана для Людмилы Чурсиной с актером Иваном Заблудовским, артистом Большого драматического театра. Потом он, к сожалению, ушел из жизни, и Людмила Алексеевна предложила эту работу сделать мне. Для меня эта работа важна потому, что в общем представлении кажется, что такая жертва этой истории Анна, которую несчастный такой негодяй муж, который сухарь, который не умеет любить ничего, вдруг взял и поступил таким вот образом, что не дал ей влюбиться в красавца Вронского. А история совсем, если глубоко прочитать роман, она совсем даже не в этом, а история о нравственных отношениях, о том, как можно поступать, а можно или нельзя поступать, и что такое было для Алексея Александровича Каренина, которого я играю, что такое для него было дать развод Анне. Это значит погубить ее. Он поступал более высоко и было более нравственно. Поэтому для меня в большой степени, во-первых, мы играем с Чурсиной, это замечательная актриса, легенда кино. Во-первых. Во-вторых, мне нужно обязательно реабилитировать Алексея Александровича Каренина в глазах зрителей, и иногда удается. Да, я думаю, что так оно и будет. Год театра в стране завершается. Каким он был для вас, как для артиста, для ваших зрителей и для института, которым вы руководите? Год театра, было разные годы были, и литература, и кино было. Год театра. И вот год театра, с моей точки зрения, организован более
интересно, вот этот театральный марафон, который прошел от Владивостока до Калининграда и передавался символ марафона. В некоторых регионах мне удавалось побывать, например, в Астрахани или там в Владикавказе. Я бы еще поехал куда-то поехал, если возможность была такая у меня, не принимать участие в театрах, в спектаклях театра Вахтангова. Но было организовано огромное количество гастролей, и гастрольная деятельность начинает как-то возрождаться. Это же очень хорошо, когда там, предположим, Якутский театр поедет куда-нибудь в центр России и где-то покажет свои спектакли. А между прочим, там мы ждем спектакли и национальные тоже, ведь страна-то какая огромная, как Якутия, он центр культуры, как развивается кино в Якутии, какие театры, какой русский театр замечательный, какой замечательный национальный театр. Посмотрите, какие делаются постановки, яркие, звучащие, и «Золотые маски» когда-то получали. Поэтому театр, как врачеватель души, он необходим. И как хорошо, что был год театра, напомнили о том, что есть год театра. Понимаете, нужно готовить зрителей, нужно просто так вот... Ну, это не я тоже говорю, культуру, как и образование, ее нужно насаждать. Она просто так, если ты вдруг ни с того ни с сего скажешь, вот это вот прекрасно, и ты не объяснишь, почему, не подведешь, когда человек не приведешь в концертный зал, не услышит он музыку, не приведешь в театр, скажешь, а это вот театр, а здесь вот совершенно другой способ существования, здесь с тобой по душам разговаривают. Ведь к этому же надо прийти. Это нужно воспитывать. Может быть, миссия моего приезда, она в этом и состоит, потому что было обращение главы республики, Министерства культуры с тем, чтобы подготовить молодых специалистов для русского театра. И мы пошли на то, что будем устраивать как бы отдельный конкурс для тех молодых людей, которые захотят учиться в Москве с тем, чтобы потом вернуться сюда, в Якутский русский драматический театр. Ну, вы уже общались с будущими абитуриентами? Да, мы повидались с ними, и конкурса же еще не было, конкурс только начнется, будет, и да. он будет только в июне. Но то, что есть много желающих, которые хотели бы в этой программе принимать участие, мне отрадно. Мне отрадно, что Владимир Ростиславович Мединский, соглашаясь на это, он еще и говорит о том, что и регион должен побеспокоиться о том, что молодые специалисты, которые должны будут вернуться сюда, о них регион должен побеспокоиться. Ну, во всяком случае, он в будущем там, ну, попытаться, и чтобы у них была возможность где-то жить, чтобы они, когда возвращаются Ну и сюда, работать, естественно. работать, да, и чтобы, когда они будут студентами, чтобы у них была возможность получать какие-то стипендии республиканские, чтобы у них была возможность приехать сюда на практику, ну, то есть вот какие-то такие вот вещи, которые мы оговариваем, и что, ну, которые будут важны. У нас такой опыт есть, и поэтому я очень рад, что у нас в Якутии будет такой опыт. Ну, вы много гастролируете, много где бываете, со многими театрами знакомы не понаслышке, а, скажем так, лично. А на ваш взгляд, вот кроме той культуры зрителя, которую нужно, вот, как вы говорите, насаждать, для самих театров нужны ли какие-то в современном мире, в современных условиях кардинальные или, может быть, не очень, но все-таки изменения и трансформации? А мы же никуда не деваемся, мир-то развивается. Посмотрите, как IT-технологии развиваются так стремительно, что иногда там, особенно молодые люди, кажется, что владея там этими технологиями, они владеют миром, они и владеют знаниями. А знания, их нужно сначала приобрести, а просто так приобретать. Зачем мне их? Вот как бы вот психология большинства заключается в том, что ну зачем мне там что-то такое изучать, когда я открою, и тебе тут же ответ. Нет. Для того, чтобы
понимать, что там написано, для этого нужно знать. И также также и в театре. Но так как век движется, он, наверное, не может быть все так, как это было в прошлом веке. Боже, сохрани. Мы должны учитывать и современные средства, и технические средства. Они должны быть на сцене. Ведь если играть сейчас так, как играли даже в каких-нибудь 50-х, 60-х годах 20 века, это уже невозможно. Иногда смотришь театральные постановки, как медленно говорили, как доносили как это было не нарочито театрально, то сейчас театр это совершенно другое. Это созвучно дню, времени. Он и должен найти театр звучания, сердцебиения твое. Оно должно состоять, соответствовать сердцебиению общества и волнениям, которые есть на сегодняшний день в обществе. Но вот если говорить о вашем театре, то преподаватели, которые преподают актерское мастерство, все-таки больше новаторы или все-таки это академические какие-то приемы? А вот преподавание вещь такая, вот если самого большого новатора мы возьмем Вахтангова и Мейерхольда, предположим, да? У Мейерхольда даже фраза есть такая: школа не должна учить новаторству, она должна учить вот абсолютно подлинным, настоящим вещам. Как мы можем начать взять и перескочить? Через какие-то каноны и азы? Конечно. Как мы научимся читать, если... давайте мы возьмем для обучения чтению там какое-нибудь сложнейшее произведение, если театральную, Шекспир, Гамлет. И ты будешь по этому произведению учить буквы. Дашь ты это что-нибудь ребенку или нет? Ему сначала нужно А, Б, В, где они складываются, чтобы он это понятно научил, а потом ты постепенно начинаешь. Поэтому мы, когда учим, мы прежде всего, особенно первые 2 года, мы очень консервативны. Мы вообще не сдвигаемся никоим образом ни вправо, ни влево, и всяческие проявления перформансов или каких-то других способов существования, мы это все отодвигаем. Они должны изучить азбуку. Вещь, думаю, что это понятно, и в этом нет ничего плохого. Для того, чтобы художник научился писать и обрел свой собственный почерк, для этого он новатор, он в дальнейшем станет, как, например, Марк Шагал, который стал особенным художником. Для того, чтобы стать художником, он академично учился в академии этому искусству живописи. Ну и, наверное, в завершении нашей беседы ваши пожелания вашим будущим студентам и нашему якутскому зрителю. Пожелание одно я могу. Ходите в театр, дорогие зрители, потому что театр, он может такое принести тебе особенное для твоей души, что у тебя по-другому, с другой точки зрения, ты можешь посмотреть с завтрашнего дня на мир. Если кино воздействует на человека, но театр – это живой, он сегодня. Вот сегодня играют для тебя и разговаривают с тобой, пытаются проникать в тебя. А будущим своим нашим ребятам, которые приедут, приезжайте, напитывайтесь культуры, потому что будет возможность сходить и в Третьяковскую галерею, в Пушкинский музей, в любые другие музеи. Там есть огромное количество театров. Напитайтесь, наберите, впитайте в себя самое лучшее и привезите сюда, чтобы этим тоже могли, и чтобы вы могли передать своим зрителям. Евгений Владимирович, я благодарю вас за безумно интересную беседу и желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был народный артист России Евгений Князев. До встречи в эфире.